Сейчас я нахожусь в Уве. Дошел я до администрации района, познакомился с представителем отдела молодежи. Немного мы накидали программу для меня в ближайшие дни, но, к сожалению, краеведа, который главный по всем этим краеведческим вопросам района, он сейчас на туристическом слете в Каракульском районе Атыбаты, куда многие мои тоже знакомые уехали. Вот, и будет он только в четверг. Ну, посмотрим, может быть, здесь еще получится какая-то интересная программа, и поэтому я смогу остаться здесь в районе. Вот, а сейчас я дождусь открытия краеведческого музея и познакомлюсь с историей района. Целая сеть ручьев. Вот здесь у нас карта-макет дает нам данное представление об особенностях нашего района. Целая сеть ручьев речушек прирезает всю территорию Увинского района. Насчитывается их свыше 200. Пчеловода, охотников, здесь капкан, инвентарь первичный, Пермякова Александра Александровича, потомственного кузнеца. Здесь представлен интерьер крестьянской избы, глинобитная печь, по диагонали печи располагался красный угол. В центре стол с резным стулом для хозяина. Запрещалось садиться на стул хозяина кому-либо из членов семьи, либо гостей. Это считалось некрасивым поступком. Но если уж присели, то должны были вбить в стул серебряную монету, таким образом откупиться. За годы войны из Увинского района на фронт ушло 8540 человек, из них 700 юношей и девушек в возрасте 17-18 лет. 5563 погибли в бою или пропали без вести. Ну вот, посетил краеведческий музей и сразу выглянуло солнышко. Не знаю, насколько его хватит, но все штучки хватит. Вот, с представителями СМИ местных и с представителями администрации сейчас зашли в парк деревянных скульптур, где проходили несколько раз уже фестивали деревянных скульптур, как и в других районах Удмуртии. Сейчас я нахожусь в Музей-Тукле, это Увинский район, и мы приехали в дом ремесел. Интересные скульптуры на территории, очень благоустроенная кожаная территория, такие вот шикарные ворота. Все, ну пойдемте внутрь. О, ничего себе! Вот, это наш выставочный зал. Здорово. Здесь творение наших мастеров, ну и, конечно, мои. Я сам являюсь членом Союза художников России, занимаюсь скульптурой, в общем, деревянной скульптурой. Такой кош, братина ли вот так, в общем, и сует, из нароста, бык, рыба. Вот это все из нароста. Вот Дюлей Смокт, это лесной человек, это мой автопортрет. Ну, если бы я не постригался, не делал, это уже был. Образ Данды, это предводитель северных удмуртов. Пока вот не утнулся за этот нос. Смотрю, так это же Гоголь. Здесь посмотрел, Лев Толстой, может быть, а здесь девушка вышла. Вот такая аллегория получается. Птица, гусь, это наш тотем рода Тукля. Вот так они, мужественные наши предки, ходили с рогатиной дни на медведя. Вот такие кругленькие и очень выносливые. Здесь вот 14 столбцов, это символы тех деревень, которые на сегодняшний день остались из этого рода. Духовный корень — это в первую очередь деревня. Человек, который пашет на земле, только он может быть истинно верующим, а не тот человек, который ходит креститься в церковь и потом мусорит и рубит наши деревья. Ну вы, получается, тоже языческую веру исповедуете? Я язычник. Я откровенный язычник. Мастерская кройки и шитья, в общем, занимается и лоскутным шитьем, и прочим разным. И национальную одежду шьем, коллективно собираемся, рисуем, думаем. И мастерская качество, вот вещи собственные здесь. Здорово, здорово. Да. Ну, то сейчас декретный отпуск. В религии вообще не должно быть фанатов.
Надо относиться умно. Религия — это изучение, в первую очередь, познание. Вот. Ну, здесь, конечно, у меня планируется очаг. Это обязательный атрибут. Здесь вот печь внутри. Выходить прямо туда.